как-то мы решили с моим товарищем Симоновым переговорить, и вдруг разговорившись, сказали о том, что у него есть такой замечательный друг, который в принципе сегодня занимается очень плотно зелеными технологиями. А вы знаете, что в принципе зеленые технологии — это будущее проектного дела. Вообще-то. К сожалению, Казахстан этим направлением занимается достаточно мало, вернее, недостаточно. Поэтому я предполагаю, что весь мир сегодня к этому идет, и мы тоже присоединимся в том числе. Сегодня у нас здесь присутствует член правления Сартаев университета, проекта по корпоративному развитию и стратегическому планированию Кудеев Ержан Зиверович. Я хотел бы Да, эксперт, Тапанаттар, уважаемые гости, уважаемые студенты, я очень рад приветствовать нашего Сартаева университета. Сегодня такое для нас очень актуальное обсуждение. У вас сегодня, сами знаете, глава государства на предыдущей юбилейной сессии Академии наук и встречи с молодежью города Алматы встречался именно с Сартаевым университетом, дал поручение о создании инновационного хаба и утвердить программу развития. Ром встречи сказал, что финансировать хаб через государственный инвестиционный проект. И в данный момент мы это делаем. Вот я хочу поблагодарить, уважаемые, похлопали нашего выпускника, профессора Садырбаева Ависа Габдалевича, что он сейчас выполняет, помогает нам в создании генерального плана, предварительные эскизы я уже увидел, я очень обрадовался. Такие чудеса, применяемые с новым зеленым технологиям, будет использовать на территории Сартаева университета. Рядом университета будет построен общее 11 зданий. Из них 5 корпусов учебного, остальные будет общежитие. Вы будете жить на новом общежитии, возведенном в рамках программы развития, в рамках КИПа. Вот один из инициаторов будет наш выпускник Государственного университета Абидан. Абидан, он откроется, посмотрим. Герои своего труда. Мы гордимся своими выпускниками, мы гордимся своими учениками. Вот вы, уважаемые студенты, берите наш пример. Вот свою ленту нового политеха вот развивает наши выпускники. Желаю сегодняшнего мероприятия дальнейших успехов. Деньги стал, балашкаларыңыз қызым көре. Всем удачи! Еще первому вице-президенту Союза архитекторов Казахстана, лауреат участников премии, заслуженному архитектору республики и нашему выпускнику Садырбаеву Габичу Зиновьевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего научной конференции очень знаменательна, значима для будущих инженеров, архитекторов, проектировщиков. Сегодня, когда технический прогресс, если даже сравнивать 20 лет назад, сотовых телефонов не было. Сегодня мы не можем обойтись без сотового телефона. То есть, вот скажем, шкала отсчета, и где мы находимся в области строительства, значительную часть самого любого здания, города, жилых массивов составляет внутренние инженерные коммуникации. Это отопление, вентиляция,
энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, механическое хозяйство, лифты и все остальное. Вот это все сегодня находится на уровне, как было в начале, в конце 80-х, 70-х годов. Значит, технического резкого перехода на новые технические возможности не сразу внедрились, не сразу нашли свои пути. Для этого есть, конечно, объективные причины, но главное, что в этом направлении мало научных разработок. Есть, я понимаю, что это строительный бизнес и есть лоббирующие компании, которые, скажем, тормозят, или вот какая-то продукция, которая сегодня, вот, говорят, энергосберегающие стекла. Так? Ну, это чистой воды, такого нет в природе. Не можно стекло сберегать. Ну, если там какой-то 0,0, какой-то коэффициент, который появляется. Я думаю, на перспективе, вначале я вам сказал про телефон сотовый, айфоны. Сегодня бизнес все равно придет к этой теме, к развитию новых технологий в части инженерного обеспечения с экологическим составляющим. Сегодня, который мы, там еще одну тему я бы, вам это немножко незнакомо будет в части, когда проект составляется, есть раздел экологии. Его пишут экологи и пишут 15 страниц, а резюме такое, 2 строчки. Поставить 3 контейнера, мусорных контейнера. Все. Это такая полная... Поэтому подготовка образовательной системы, чтобы участвовал сам инженер, и вот эта экологическая составляющая была у инженеров одной из профилей тем. А так, когда узко выводим